урок! Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка. Проверьте готовность к уроку. Приготовьте учебник, рабочую тетрадь, ручку, линейку, карандаш. Дети все должны учиться, чтоб учебой гордиться. Будьте же внимательны и во всем старательны. Ребята, отгадайте загадку. Лист бумаги по утрам на квартиру носят нам. На одном таком листе много разных новостей. Газета. Ребята, а для чего газеты нужны людям? В наш век информационных технологий можно подумать, что газеты в принципе не нужны, разве что если нет доступа к мировой сети. Но на самом деле все совершенно иначе. Газеты нужны для дополнительного чтения, для отдыха и развлечения, для получения знаний, для развития мышления. Быть в курсе всех важных событий в своем городе, в своей стране и во всем мире. Давайте познакомимся с этимологией слова «газета». Слово «газета» было заимствовано в начале XVIII века из итальянского языка. Газетта – старинная венецианская монета, которой расплачивались за листок с новостями. На монете была высечена сорока газа. Это и дало название монетке. Затем газетой стали называть и сам листок. В России первая газета появилась около 300 лет назад. Она называлась «Ведомости». Первые номера этой газеты и писал, и редактировал Петр I. Родственные слова к слову «газета». Газета, газетка, газетенка, газетный, газетчик, газетчица. Общий корень газет. Давайте составим словосочетание со словом «газета». Вид неопределенной формы плюс существительное. Читать газету, продавать газеты, купить газету, написать в газету, напечатать в газетах, подписаться на газету, издавать газету. Хорошо, запомните правописание этого слова. Ребята, я вам предлагаю игру «Пресс-конференция». Давайте вспомним, что мы знаем о глаголе. Что такое глагол? Глагол – это часть речи. Что обозначает глагол? Обозначает действие и состояние предмета. На какие вопросы отвечает глагол? Отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». Как изменяется глагол? Изменяется по числам, лицам и временам. Сколько времен у глагола? Назовите их. 3 времени: прошедшее, настоящее, будущее время. Что мы знаем о прошедшем времени глагола? Глаголы прошедшего времени образуются от основы инфинитива с помощью суффикса «л». Изменяются по родам. Я уверена, что на все вопросы вы ответили верно. Мы продолжаем изучение спряжения глаголов. Тема нашего урока – распознавание лица и числа глаголов. Второе лицо глаголов единственного числа. Сегодня вы будете тренироваться в
спряжении глаголов настоящего и будущего времени. Определение лица и числа глаголов. А еще узнаете одну интересную особенность глаголов второго лица. Ребята, жители волшебного города Глагол решили с вами поиграть в прятки. Они спрятались в загадках. Отгадайте загадки. Найдите глаголы. Укажите число и лицо глаголов. Я бегу струей из крана, бью ключом из-под земли. Я качаю в океанах великаны корабли. Вода. Проверьте себя. Бегу. Первое лицо, единственное число. Бью. Первое лицо, единственное число. Качаю. Первое лицо, единственное число. Зубы есть, но не кусает. За столом мне помогает. Только я открою рот, в рот она еду несет. Вилка. Не кусает. Третье лицо, единственное число. Помогает. Третье лицо, единственное число. Открою. Первое лицо, единственное число. Несет. Третье лицо, единственное число. Мы ходим ночью, ходим днем, но никуда мы не уйдем. Часы. Ходим. Первое лицо, множественное число. Не уйдем. Первое лицо, множественное число. Зубья ходят, гребни машут, жатки по полю бегут, как мальчишку под машинку поле наголо стригут. Комбайн. Ходят. Третье лицо, множественное число. Машут. Третье лицо, множественное число. Бегут. Третье лицо, множественное число. Стригут. Третье лицо, множественное число. Для того, чтобы продолжить наше путешествие, нужно перебраться через реку времени, собрать мост и правильно ответить на вопросы. Как изменяются глаголы в прошедшем времени? В прошедшем времени глаголы изменяются по числам, а в единственном числе по родам. Читал – единственное число, мужской род. Читала – единственное число, женский род. Читали – множественное число. Как изменяются глаголы в настоящем и будущем времени? В настоящем и будущем времени глаголы изменяются по лицам и числам. Иду, пойду. Первое лицо единственного числа. Идешь, пойдешь. Второе лицо единственное число. Идем, пойдем. Первое лицо множественное число. Замечательно. На берегу нас встречает Незнайка. Давайте ему поможем. Назовите местоимение второго лица единственного числа. Ты. На какой вопрос отвечают глаголы второго лица единственного числа настоящего времени? Что делаешь? На какой вопрос отвечают глаголы второго лица единственного числа будущего времени? Что сделаешь? Что будешь делать? Ребята, давайте поможем найти глаголы второго лица единственного числа. Постучишь, промолчишь, зашьешь, тишь,
помогать, режешь. Пилишь, тушить, дрожать, дочь, снять, глотали. Проверим. Постучишь, промолчишь, зашьешь, режешь, пилишь. Глаголы какого времени написали? Глаголы настоящего и будущего времени. Глаголы второго лица единственного числа имеют окончание «ишь» или «ешь», «ешь». На конце глаголов второго лица пишется мягкий знак, но произносится твердый согласный «ш». Настоящее время. Летишь, решаешь. Будущее время. Будешь лететь, прилетишь. Будешь решать, решишь. Мягкий знак в личных окончаниях глаголов второго лица единственного числа – это орфограмма. Ее надо запомнить. Ребята, вам надо записать данные глаголы во втором лице единственного числа. На выполнение этого задания у вас будет ровно 1 минута. А сейчас проверим по эталону. Зовут – зовешь, ползет – ползешь, ведут – ведешь, шуршит – шуршишь, летят – летишь, грызет – грызешь, сохранит – сохранишь, спасет – спасешь, молчит – молчишь, лежит – лежишь, сидит – сидишь, кричит – кричишь. Молодцы! Справились? Оцените свои успехи. Следующее задание. Вам надо указать лицо и число данных глаголов, подобрать и записать в них синонимы в том же лице и числе. На выполнение этого задания ровно 1 минута. Будьте внимательны. Давайте проверим. Видите? Глядите. Второе лицо – множественное число. Врут – обманывают. Третье лицо – множественное число. Мастерим – изготавливаем. Первое лицо – множественное число. Шагаешь – идешь. Берегу – храню. Смотрят, глядят. Караулите, охраняете. Улыбаемся, смеемся. Быстро время пролетело и идет к концу урок. Так давайте без задержки подведем всему итог. На какие вопросы отвечают глаголы во втором лице единственного числа? Что сделаешь, что сделаешь, что будешь делать? Какие могут иметь окончания? Ешь, ешь, ишь. Какие особенности имеют данные глаголы? Мягкий знак после «ш».
Ребята, оцените свою работу на уроке. Кто считает, что у него все получилось, на полях в тетради поставьте восклицательный знак. Если кто-то сомневается, что все выполнил правильно, вопросительный и восклицательный. Если не до конца освоил тему, поставьте на полях вопросительный знак. Чтобы закрепить свои знания, я предлагаю подобрать пословицу, в которой есть глагол второго лица единственного числа. На этом наш урок заканчивается. Спасибо за работу. До новых встреч на уроках русского языка.